Огромное впечатление произвело на представителей Донецкой Народной Республики посещение мультимедийного исторического парка «Россия. Моя история в Якутии». Экспозиция музея вызвала у непосредственных участников событий специальной военной операции неподдельные эмоции, взволновала до глубины души. Я, конечно, впечатлена, потому что эта экспозиция, она объемна, она колоссальна. И, естественно, меня поразило наличие выставки, связанной с переломным моментом в истории, связанной с нами непосредственно. И я рада, что эти страницы не вырваны, потому что в наше время, когда информация активно подчищается, заменяется, симулируется, это очень важно – сохранить связь с прошлым. Исторического парка Дмитрий Соловьев и Игорь Кимаковский договорились о сотрудничестве в рамках работы над будущей выставкой «Якутия. Донбасс» по вопросам участия якутян в боевых действиях в зоне специальной военной операции, поддержки восстановления освобожденных территорий и оказания гуманитарной помощи его жителям. Советник высказал готовность оказать проекту всестороннюю поддержку. Нам необходимо налаживать связи. Вот и даже мой приезд сюда на территорию Саха-Якутии, это вот как раз один из этих примеров. Второй пример – это как Саха-Якутия помогает нашей республике, нашему Кировскому, как помогает нашим детям, нашим школам. И вот, может быть, как раз вот эта связь и будет вот этой отправной точкой для того, чтобы у вас здесь в республике, в музее вашем появились какие-то новые артефакты, которые будут рассказывать вам о героических страницах воинов, которые воюют от вас в составе добровольческого подразделения «Богатырь» или «Батор». И мы для этого приложим тоже определенные усилия, как ваша республика прикладывает усилия для того, чтобы наши дети и жители нашей республики понимали, что они часть большой России, и что большая Россия и та же Саха-Якутия заботится о них. Это, наверное... Арсений Сергеевич, это какая для вас уже командировка на Донбасс? Слушай, я вот сюда конкретно, наверное, 3-я или 4-я, а также я еще на новых территориях бывал и в других местах. И вот как у вас ощущение складывается, что-то меняется, какая-то есть динамика? Ну, конечно, меняется. Мы вот в Кировском очень четко это видим, как мы преображаем город. Мы же первый раз приехали, улицы все были вот как, реально как после бомбежки. Вот в школу заходили, школа была страшная. Вот эта больница, у меня уже это одно из самых моих печальных потрясений, когда я зашел в хирургию, вот к Константину Евгеньевичу, и он мне показывает, там стоят вот эти осветительные лампы, Карл Сейс 58-го, что ли, года. А рентген-аппарат у них стоял в то время там, в конца 60-х годов. И это вообще ужас. И вот у вас такая насыщенная программа. Вчера военная, сегодня школа, больница. Вот как вы все это совмещаете? Не, ну понятно, что вот вчера я целый день работал как раз в военных частях, встречался и с нашими бойцами якутянами, и с руководством частей, с руководством группировки, чтобы поддержать наших ребят, помочь им и помочь нашим военным. Ну и, конечно, воодушевились все, у ребят у всех глаза горят, и ребята, якутяне они такие, мы приказ получили и все до конца. Поэтому здесь воюют лучшие сыны Якутии. Вот как вы оцениваете их разум? Очень высоко. И мы это всегда знали, что еще раз якутяне такие люди, кто воюет, может быть, там без лишних пиар всяких каких-то ходов, но это те люди, которые точно выполняют задачи, точно стоят до конца, точно воюют на результат. И вот вчера я тоже удивился, ребята рассказали, как очень скромно, сколько там кто танков побил, кто там эти дроны сбивал, кто пленных брал. И самое главное, что сейчас вот и командование группировки, вчера командующий лично выразил большую благодарность Якутии за ее бойцов, за те подвиги, которые они совершают. Мы, еще раз говорю, мы всегда были такими настоящими воинами, именно в этом смысле.
Я в 2014 году, когда воевал, у меня в группе был один из лучших бойцов, позывной Якут, из Якутии, он был парень, и на Салыр могиле воевал все время. И я вот хотел бы задать вот вопрос как руководителю, как человеку с большой душой, руководителю одного из крупнейших регионов России. Вот какое место в вашем сердце сейчас, вот после всего увиденного, занимает Донбасс? Вот, очень большое. Меня многие спрашивают, слушай, это война где-то идет далеко. Ну ладно, там пошли воевать, потому что это стране нужно. Я говорю, ну а зачем вот так это все туда глубоко, и Кировская, и другие разные проекты, зачем это нужно? А я считаю, что это нужно всем нам, нашей стране. Вы знаете, мы где-то лет 20, 30 погружались в эту всю западное болото, я так могу назвать, да, потому что на самом деле на болото уже страшно смотреть, что там все творится, да? И растворялось самое лучшее, что было в нашем национальном народе. Это вот чувство гордости, патриотизм, то, что мы своих никогда не бросаем, не оставляем, то, что мы всегда за правду боремся, дружба народов даже, да? И вот сейчас как раз здесь самые лучшие качества нашего многонационального народа российского, они же здесь и выходят. И мы боремся здесь за всех нас. Мы реально должны понимать, что или мы здесь их победим, остановим этот вот неонацизм, да, это чисто видно мне, нацизм. Или рано или поздно все равно нам придется как стране с этим столкнуться, с этим бороться. И я не хочу, чтобы мои дети, внуки вот этим занимались. Наше поколение должно на самом деле. И еще такой вот вопрос чисто якутский. Есть национальная гордость Якутии, это якутский охотничий нож. И вот как родилась идея, что каждому ветерану, каждому побывавшему в зоне специальной военной операции дарится прекрасный нож ручной работы от главы Якутии. Как родилась эта идея? Ну, это очень просто. Вы знаете, когда вот наши ребята первые начали уже возвращаться, добровольцы, кто-то тяжело раненый уже, и к себе на родину, возник вопрос, а как мы будем отмечать наших героев, которые сражались с фашистами вот сейчас на Украине. Сразу пошли предложения, давайте орден учредим, давайте как-то медаль, для страны это каждый регион не должен этим заниматься. И вот мы вручаем сейчас. Александр Сергеевич, я уже бывал в Якутии по приглашению вашему, и вы знаете, я очень ценю вот ту поддержку, которую оказываете вы и все жители Якутии нашему городу. Это важно, что вы помогаете нам не только воевать, потому что лучшие сыны Якутии, они здесь с нами, они душой и сердцем с нами, мы это знаем. Но самое важное, что вы помогаете строить нам мирную жизнь. Потому что Донбасс, он соскучился за этим. И то, что вы делаете, это очень важное, знаете, такое Божье дело, с таким Божьим серьезным провидением. Дай Бог вам здоровья, сил и успехов. И процветания Якутии. Спасибо. Процветания Донбасса. Вы являетесь одним из вдохновителей помощи Якутии нашему Донецкому региону. Вот ваше ощущение от проделанной работы? Во-первых, вдохновитель – это прежде всего президент нашей страны Владимир Владимирович Путин и глава нашей республики Арсений Сергеевич Николаев. Это решение было принято вовремя, правильное, потому что я могу как свидетель, активный свидетель этих мероприятий, всех ремонтно-восстановительных работ сказать, что то, что сделано практически, например, в городе Кировском, я знаю по многим другим городам и районам Донецкой Народной Республики, Луганской Республики, мы знаем, что это кардинально изменило отношение жителей, самое главное, и они
убедились, что их надежды на большую Россию, Россию-матушку, на все народы России, они были правильными, что 8 лет, когда они сражались за свое российское будущее, они сделали это не зря, что бойцы, погибшие и мирные жители, погибшие за эти страшные годы, которые пережил Донбасс, это все было не зря, потому что сегодня, буквально за год с небольшим, Донбасс изменился, просто меняется почти каждый день. И мы знаем настроение конкретно нашего города, Кировского, который мы действительно считаем уже своим родным. Вот как-то в Ростове на большом совещании нас попросили назвать города, родные города, те, которые мы считаем близкими. И вы знаете, я увидел, что все, кто работал в разных городах, здесь, в Шахтерске, в Торезе и во многих других, они написали вторым с городом, кроме того, где они живут, свои подшефные города и районы. И это действительно говорит о многом. Вложены не только большие средства, вложены души и сердца человеческие. Завязались братские отношения. У нас очень много друзей появилось на Донбассе. И вы, например, Игорь, тоже. Мы знаем, что мы делаем одно общее братское дело на будущее всей нашей великой России. А вот какие вот у вас самые яркие события, впечатления остались в памяти за этот год, связанные с Донбассом? Не так давно я побывал на Азовстале. И мне резануло глаза, что там расцвели розы. Красные большие розы. Они были посажены еще тогда, наверное, давным-давно, в мирное время. И я там увидел желтый крест металлический. И поинтересовался у местных товарищей, а что это такое? И они рассказали, что там что это могила одного из командиров националистического батальона Азов, фашиста. Я говорю, так и стоит. А мне на это был ответ. Но мы же православные люди. Нам всем перед Богом отвечать. И вы знаете, я почувствовал такую силу в себе, что да, в этом и разница. В этом и разница. В этом наша сила. В этом наша правда. Что мы не мстим мертвым. Мы не мстим никому. Мы за нашу веру, за нашу страну, за наше будущее. В любви и в мире.